Исламский информационно-образовательный портал islamdag.ru. Ассаламу алейкум, уважаемые братья и сестры. Сегодня мы расскажем, как начать совершать молитву. Молитва является опорой нашей религии, и каждый мусульманин должен знать, как совершать молитву. В день совершается 5 намазов. И намазы состоят из 2, 3 и 4 ракатов. Перед тем, как начать совершать молитву, мы должны знать, что необходимо соблюдать 5 условий. Это чтобы было малое большое омовение, чтобы был закрыт аурат. Аурат у мужчин – это от пупка до колен область. У женщин все, кроме кистей рук и овала лица, должно быть прикрыто. И точно так же, уважаемые братья и сестры, необходимо знать о наступлении времени молитвы. И также есть условия, уважаемые братья и сестры, чтобы человек соблюдал чистоту одежды, тела и того места, где он совершает намаз, оно должно быть чисто от наджаса, то есть нечистоты. Итак, последнее условие, чтобы мы смотрели в сторону Каабы. Предварительно выполнив все условия, необходимые для начала совершения намаза, нужно стать лицом к почитаемой Каабе, отбросив все посторонние мысли. Обратить свое сердце и внимание к Аллаху и помнить, что Он наблюдает за вами. При этом ноги расположены на одной линии, расстояние между ступами 5, руки опущены. Совершая намаз стоя, есть 2-ракатные молитвы, 3-ракатные и 4-ракатные намазы. 2-ракатная молитва – это утренняя молитва. Сейчас мы проговорим намерение, как нужно совершать для утренней молитвы. Я намерился совершить обязательный утренний 2-ракатный намаз ради Аллаха. И в этот момент это намерение должно присутствовать в сердце обязательно, проговорить его желательно. И после этого мы вступаем в молитву, проговорив слова «Аллаху Акбар». Начиная намаз, молящемуся следует стоя произнести вступительный такбир, слова «Аллаху Акбар», «Аллах велик». После его произнесения вы уже в процессе намаза. При произнесении такбира рекомендуется поднять руки так, чтобы большие пальцы были на уровне мочек ушей, ладони направлены вперед. Затем произносим такбир с намерением в сердце на совершаемый намаз. Аллаху Акбар. После вступления в намаз необходимо прочитать суру Аль-Фатиха. При этом рекомендуется сложить руки ниже груди и выше пупка, так, чтобы правая ладонь находилась на запястье левой руки и держала ее. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аллаху Акбар. После чтения суры Аль-Фатиха произносим слова «Аллаху Акбар» и переходим в поясной поклон. Ладони обеих рук упираются в чашечки колен, при этом локти немного отведены в стороны. Спина, шея и голова на одной прямой. В таком положении необходимо задержаться на некоторое время, минимум на время, достаточное для произнесения выражения «Субханаллах». Во время поясного поклона желательно произнести 3 раза «Субхана раббияль азим ва бихамдихи». Если не произнести, намаз действителен. После поясного поклона следует возвратиться в исходное положение стоя и задержаться в этой позе на время, достаточное для произнесения выражения «Субханаллах».
Рекомендуется во время выпрямления поднять руки на уровень ушей. سمع الله لمن حمده الله أكبر. Затем следует совершить земной поклон, прижавшись лбом к полу, коврику. Для этого сначала опуститесь на колени, далее наклонитесь вперед, упритесь обеими руками в пол и коснитесь пола лбом. Пола должны касаться оба колена, ладони обеих рук, нижняя часть пальцев ног, при этом пальцы направлены в сторону Каабы, и лоб. Необходимо задержаться в этом положении на время, достаточное для произнесения выражения «Субханаллах». В земном поклоне желательно 3 раза произнести «Субхана Раббиял А'ля ва бихамдихи». Если не произнести, намаз действителен. Аллаху Акбар. После земного поклона молящемуся следует сесть, выпрямив при этом туловище, и находиться в этом положении на время, достаточное для произнесения выражения «Субханаллах». При сидении рекомендуется поджать под себя левую ногу, чтобы стопа находилась под ягодицами, в то время как правая стопа расположена вертикально на полу и опирается на пальцы, направленные вперед в сторону Каабы, как при земном поклоне. Руки во время сидения рекомендуется положить на колени, пальцы направлены в сторону Каабы. Аллаху Акбар. Затем молящемуся следует совершить второй земной поклон. С выполнением второго земного поклона завершается первый ракаат, цикл намаза. После этого обязательно нужно встать в полный рост для выполнения второго ракаата. Для этого сначала примите положение сидя на коленях, затем, опираясь руками о пол ладонями, встаньте в полный рост и примите положение стоя, как в начале предыдущего ракаата. Во время подъема желательно произнести «Аллаху Акбар». Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. После второго земного поклона, второго раката, нужно сесть для чтения ат-тахият, и после него салават пророку, мир ему и благословение Аллаха. Пальцы левой руки лежат на левом колене и направлены в сторону Каабы. Пальцы правой руки лежат на правом колене, кроме указательного, который слегка приподнимается при произнесении слов «Илля-Аллах» в ат-тахияте и остается в таком положении до конца сидения. Приподнятый палец слегка согнут, средние безымянные пальцы и мизинец правой руки слегка сжаты в кулак, а большой палец слегка прижат к указательному пальцу. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Завершая намаз, обязательно произнести «Ассаляму алейкум», но рекомендуется сказать «Ассаляму алейкум ва рахматуллах», повернув голову направо, затем произнести второй салям, повернув голову налево. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Итак, уважаемые братья, сейчас объясним, как совершить трехракатный намаз
это вечерняя молитва. Делаем практически то же самое, и здесь намерение мы будем иметь в виду. Я намерился совершить обязательный 3-ракаатный вечерний намаз ради Всевышнего Аллаха. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. После того, как мы совершили 2 ракаата, после этого мы встаем на 3-й ракаат и в конце точно так же читаем ат-тахияту. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Еще раз хочу отметить, уважаемые братья и сестры, что во 2-м и в 3-м ракаате вечернего намаза читается ат-тахияту. Что касается 4-ракатного намаза, уважаемые братья и сестры, то это обеденный, послеобеденный и ночной намаз. Их совершают по 4 ракаата. Здесь мы отметим, уважаемые братья и сестры, в одном намерении мы проговорим все 3 намерения. И, соответственно, каждый намаз человек совершит его в свое время. Итак, намерение. Я намерился совершить обязательно 4-ракаатный обеденный, или же послеобеденный, или же ночной намаз ради Всевышнего Аллаха. Аллаху Акбар. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. После того, как мы прочитали ат-тахияту во 2-м ракаате 4-ракаатного намаза, мы встаем и продолжаем совершать еще 2 ракаата. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Уважаемые братья и сестры, вот мы вам объяснили, как легко и просто можно научиться совершать намаз. Мы не должны забывать о том, что намаз – это опора нашей религии. И более подробно о совершении намаза, о тех или иных молитвах в намазе читайте в описании под нашим видео. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух. فرحنا بالصلاة أيا بلال